прошедшие сутки в России выявлено 9623 случая COVID-19 в 83 регионах страны. Движение запрещено. Лекарства, не рекомендованные при управлении транспортом, хотят снабдить особым знаком. Без туристов морские животные осмелели. На островах Семилан стая дельфинов подплыла близко к берегу. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. За прошедшие сутки в России выявлено 9623 случая COVID-19 в 83 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб, среди вновь выявленных случаев 46% или 4488 зараженных без клинических проявлений. Правительство России предложило комплексно урегулировать вопросы обеспечения биологической безопасности России. Внесенный Кабинетом в Госдуму законопроект Палата планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии. Нарастание биологических угроз различного рода требует формирования единых межотраслевых подходов и их законодательного закрепления, уверены власти. На сегодня механизмы комплексного регулирования противодействия возникновению биологических угроз, организации защиты населения и охраны окружающей среды, ликвидации последствий воздействия опасных биологических факторов отсутствуют. Первичный осмотр пациентов в пандемию могут сделать удаленным. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии. Сейчас законодательством предусмотрено, что телемедицинские технологии в России могут применяться только для проведения консультаций по вопросам профилактики, диагностики и мониторинга состояния здоровья пациента. Принятие решения о необходимости проведения очного приема, осмотра или консультации. При этом удаленный осмотр возможен только после очного приема врача и не должен применяться при постановке первичного диагноза и назначении лечения дистанционно. В армии и военных учебных заведениях России выявили 2900 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Минобороны. В ходе сплошного тестирования в вооруженных силах России в период с марта по 2 мая установлено 1177 военнослужащих с положительными результатами, говорится в сообщении. Кроме того, COVID-19 также был выявлен у 209 воспитанников до вузовских учебных заведений. В высших учебных заведениях 1195 случаев, а также 322 случая среди гражданского персонала. Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова рассказала об итогах поездки по вахтовым поселкам Чаендинского месторождения. На территории Чаендинского месторождения развернут дополнительно медицинский госпиталь, где укреплена медицинская помощь врачами, медицинскими сестрами, средним медицинским персоналом и врачами Роспотребнадзора, то есть санитарными врачами. Вся необходимая помощь оказывается. Вчера мы дополнительно туда завезли лекарственные препараты, хотя накануне главный специалист, который там находится, нам также сказал, что все лекарства есть, но на всякий случай мы еще завезли дополнительную. Весь состав вахтовых рабочих, которые не инфицированы, которые инфицированы, по возможности будут маршрутизированы в регионы, откуда они сами, где они проживают. Сейчас, на сегодняшний день, Омск, Томск, Башкирия, Алтай, Иркутская область уже объявили и направляют свои транспортные средства для того, чтобы забрать своих вахтовиков к себе непосредственно на место их постоянной дислокации. На строительной площадке Наглинская 2 произошло возгорание строительного мусора, остатков пеноплекса. Возгорание ликвидировано, на строительный процесс никак не повлияло, рассказал Алексей Труфанов, заместитель директора по производству, технический директор «Колмар».
В Якутске работает 6 обсерваторов. Здесь содержатся те, кто прибыл в регион из заграничных поездок, но по разным обстоятельствам не может переждать карантин дома, или те, кто имел контакт с больным коронавирусной инфекцией. Ульяна Шагина пообщалась с врачами и пациентами обсерваторов. Почти неделю находится в обсерваторе орловчанин Николай Морозов. Он прибыл в Якутск 27 апреля. И сразу по прибытию его и других вахтовиков поместили в обсерватор на базе общежития Якутского индустриально-педагогического колледжа. Николай не жалуется на условия. Постельное белье, завтрак, обед и ужин. В общем, все как в обычной больнице. И всех нас с аэропорта сразу же определили в обсерватор. Привезли в общежитие, получается. Взяли, получается, у нас анализы с глотки, с рта, получается, с носа. Температуру посмотрели, все нормально, сказали, через 3 дня будут анализы будут готовы. Определили в общежитие, дали комнату, постель дали, все нормально. Изоляция, получается, 2 недели потерпим, что теперь делать. Здоровье прежде всего. Татьяна Никифорова работает в обсерваторе на базе Центра отдыха детей «Сосновый Бор». Врачи здесь работают сутки через двое по 24 часа в смену. Живут они в гостиницах, с семьями общаются только по телефону, но, несмотря на тяжелую работу, терпят. Ведь в приоритете сейчас помощь людям. Благодаря современным технологиям мы постоянно находимся на связи со своими родственниками, подругами, благодаря WhatsApp, благодаря Skype. И хочу сказать, что мы остаемся на работе ради вас, вы оставайтесь дома ради нас. КПП на входе охраняют сотрудники ОМОН. На самой территории круглосуточно дежурит полиция, чтобы полностью исключить контакты пациентов извне. Также и в здании все поделено на зоны. Проверенные и те, кто только поступил в обсерватор, не имеют друг с другом никаких контактов. В настоящее время работают 3 бригады медиков. Бригада состоит из 1 врача и 2 медицинских сестер. В течение всей смены медицинские работники носят специальную одежду, а при переходе в зону повышенной опасности носят СИЗы. СИЗы – это средства индивидуальной защиты, которые после выхода дезинфектор обрабатывает специальными дезинфицирующими растворами. Поступившие в обсерватор сначала попадают в приемный покой, где дежурный врач и медсестра проводят общий осмотр, а также признаки катарального явления. То есть, если у вас отекшая слизистая, насморк, кашель или, не дай бог, температура, это первые признаки ОРВИ или, может быть, даже COVID-19, у которого схожие симптомы. С такими явными признаками вас сразу направят в провизорное отделение. Тут же возьмут анализы, если они покажут положительный результат на коронавирус, вас отправят на лечение. Благодаря таким слаженным действиям врачей и их рискованной, но самоотверженной работе Якутии на сегодняшний день удается сдержать вспышку пандемии в регионе. Ульяна Шагина, Евгений Охлопков, Якутск. Республиканский волонтерский корпус в рамках федерального проекта «Мы вместе» продолжает свою работу. Волонтерами принято 19 тысяч заявок по всей республике. Кому и какую помощь оказывают добровольцы, расскажет Полина Долинская. 20 марта текущего года Республиканский волонтерский корпус начал свою работу в Якутске. В рамках федерального проекта «Мы вместе» корпус осуществляет свою помощь пожилым людям, маломобильным гражданам и инвалидам первой группы по доставке продуктов первой необходимости, медикаментов, выносу мусора, выгула собак и многое другое. Вы все становитесь участниками всероссийской акции «Мы вместе», организованной волонтерами-медиками и Общероссийским народным фронтом. Хорошо, ребята? Волонтерский корпус имеет филиалы во всех районах республики. Общее количество волонтеров уже составляет более 2500 человек. Это студенты высших учебных заведений города, студенты медицинских учреждений, волонтеры культуры и спорта. У меня есть родственники, которые старше 65 лет. Я также не хочу оставаться в стороне. И вот решила помогать и стать волонтером. Ну, я хочу, чтобы многие присоединились, и нас стало намного больше. На сегодняшний день волонтерами принято и обрабатывается более 19 тысяч заявок на получение однократной продуктовой помощи. В список внесены пожилые люди, оставившие заявки в колл-центре, одинокие пенсионеры города Якутска, поселка Жатай, а также другие нуждающиеся из всех районов республики, которым сложнее всего приходится в период пандемии. Также списки формируются в самих районах. Можно было самим пойти купить это в другом магазине, здесь чудес нет. Никуда не ходишь, сидим дома.
Волонтерский корпус работает каждый день. На сегодня в столице республики оказана поддержка более 4000 нуждающимся. Подать заявку на получение бесплатного однократного продуктового набора можно через портал государственных и муниципальных услуг. В это непростое для страны время. Главное помнить и знать. Мы вместе. Полина Долинская, Якутск. Запрещенные водителям лекарства хотят снабдить особым знаком. Такой законопроект Государственная Дума собирается рассмотреть в первом чтении весенней сессии. Предполагается, что в инструкции к лекарствам будет размещаться дорожный знак «Движение запрещено». Речь идет в частности о препаратах, содержащих фенобарбитал и кодеин, оборот которых в России ограничен в связи с тем, что вещества относятся к психотропным и наркотическим. Они могут оставаться в организме от нескольких дней до нескольких недель, вызывать ухудшение реакции и внимания водителя. Ледоход на Лени у города Ленска начался на 12 суток раньше средних многолетних сроков. Подвижки льда начались ниже по течению реки. Возле Ленска уровень воды 996 сантиметров, плюс 24 сантиметра за 4 часа. При критическом 1410 сантиметров. Наблюдается густой ледоход. Нижняя кромка ледохода в районе села Батамай, уровень воды ниже нуля. Наблюдений наблюдается густой ледоход. Верхняя кромка находится в районе села Хамра Ленского района, уровень воды также ниже нуля. Наблюдается редкий ледоход. Егеря национального парка на островах Симилан у побережья Таиланда сняли на видео стаю дельфинов, которые раньше старались держаться подальше. Без туристов и морские животные осмелели, рассказывает Сергей Берец. Стая из примерно 50 дельфинов резвится в Андаманском море в районе архипелага Симилан. Здесь расположен национальный парк, и животные находятся под охраной. В обычное время острова закрыты для посещения с мая по октябрь. Из-за эпидемии коронавируса это произошло на 3 месяца раньше. Отсутствие туристов, очевидно, позволило дельфинам забыть об осторожности и не бояться, что их побеспокоят посторонние, говорят натуралисты. По словам сотрудника охраны парка Понгсаторна Кеуникома, снявшего этот ролик, он еще никогда не видел столько дельфинов сразу. За победу в последнем герое Надежда Ангарская получит квартиру в Москве. Уроженка Нерюнгри, участница шоу «Comedy Woman» Надежда Ангарская стала победительницей телевизионного проекта «Последний герой». Зрители против звезд на ТВ-3. В финальной схватке встретились Надежда Ангарская и Игорь Жук, представитель племени зрителей. Игорь Жук долго лидировал, был близок к победе, но на последнем этапе якутянка сумела перехватить инициативу и выиграла. Теплые такие, дружные. Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий.